Я один из тех депутатов, который, в принципе, выступал в Народном собрании, и мы настаивали, что провести еще в ноябре. Но в дальнейшем, тот период, который прошел, и назначение, когда было назначение 22 марта, я лично голосовал. Но после того, когда госканцелярия, руководитель госканцелярии Гагаузии опротестовал, я, в принципе, прочел, что оспаривается, и мы пришли к тому, что мы действительно не можем провести, пока не приведем в соответствие наши законы. Потому что республиканский кодекс выборов, который был принят в 2023 году, там однозначно сказал, что в стране больше нету комиссий. То есть ЦИК нету ЦИК, а есть ЦИС, то есть Центральный избирательный совет. И там отдельным пунктом, в принципе, и было расписано, что и в Гагаузии, там даже еще год добавлялся, что Гагаузия в течение года, привела в соответствие. Но я вам скажу, что Гагаузия не привела в соответствие только из-за чего? Потому что сама же Народное собрание ликвидировало свой ЦИК. Ликвидировало свой ЦИК, когда вышел этот закон, у нас больше своего ЦИКа не было. То что приводить в соответствие? У нас нету ЦИКа. А так получилось, что после назначения выборов, потому что когда мы назначали выборы 22 марта, у нас тоже не было ЦИК. Но после этого суд, апелляционная палата возвращает, то есть ту жалобу Центральной избирательной комиссии Гагаузии, она поддерживает, и они восстанавливаются. И они восстанавливаются Центральной избирательной комиссией. И дальше идет такое, что часть членов комиссии уходят, и мы дополнительно добавляем. И что для меня самое главное было, то, что судебные органы дали одного представителя, потому что только один человек, потому что у нас 3 народных собрания, 3 исполком, 3 судебных органа. Судебных органов 1 человек вышел, и они представили нового человека, но там написано было, что они представляют своего представителя Центральный избирательный совет. А его Народное собрание тут же зачитает комиссию. То есть даже из-за этого было понятно, что будут споры, и рано или поздно эти выборы отменят.